друзья! С вами очередной выпуск программы «Вестник Харысхал». Его главной темой стало искусство. Программу ведет команда ведущих. Я Анна Пшенникова. Я Эрхан Федоров. Молодежный центр «Среда» начал новый сезон субботником. Премьерный показ спектакля инклюзивного театра «Алгыс» как подготовка к Дальневосточному фестивалю. Фестиваль «Чудеса кино» подвел итоги и раздал заслуженные награды. Осень стала для благотворительного фонда Харысхал весьма урожайным временем. У нас открылся новый творческий сезон. О нем мы расскажем в наших сюжетах. А сейчас посмотрим новостей. С 19 по 21 октября в Хабаровске прошел 5-й окружной форум добровольцев. Участие в смотре приняли 300 руководителей волонтерских объединений из 21 региона Сибирского и Дальневосточного федерального округов. Нашим делегатом на форуме стала Галина Егорова, координатор по работе с волонтерами молодежного инклюзивного центра «Среда». В рамках форума проходили тренинги и семинары, а также состоялось подведение итогов грантового конкурса от Росмолодежи, по результатам которого проект Центра «Среда» получил 660 тысяч рублей. Финансовое вливание позволит молодежному центру развиваться еще активнее. Благотворительный фонд Харысхал провел первый выездной десант в этом сезоне. Поездка специалистов фонда состоялась в южном направлении. Были охвачены Нерюнгринский и Алданский районы. Бригада в составе ключевых специалистов фонда, авотерапевта, психолога, логопеда и невролога провела комплексные и индивидуальные консультации для детей, проходящих реабилитацию в специализированных центрах, а также посетила дома и интернаты, где гости из Якутска пообщались с детьми и наметили с коллегами дальнейшую совместную работу. Уже третий год фонд Харысхал сотрудничает со всероссийской торговой сетью «Детский мир» и является благополучателем их проекта «Участвуйте». В сентябре состоялась очередная передача полезных подарков представителям фонда. Десятки коробок с необходимыми детскими товарами были рассортированы, а затем направлены некоммерческим организациям. В их числе Республиканский дом малютки и новые представители благотворительного фонда Харысхал в районах Якутии. В октябре Харысхал закрыл сбор, объявленный месяцем ранее, для реабилитации Эмира Шакирова в Санкт-Петербургском центре восстановления и реабилитации детей с ДЦП. Благодаря поддержке неравнодушных якутян, а также благотворительной акции, которую провела торгово-промышленная палата в рамках форума «Семейный бизнес», необходимая сумма быстро была собрана. 30 октября трехлетний Эмир Шакиров начал лечение в Санкт-Петербурге. 6 октября состоялось награждение призеров регионального этапа международной премии «Мы вместе». Глава Якутии Айсен Николаев наградил победителей, в число которых с гордостью вошел и наш благотворительный фонд. Харысхал оказался в ряду 15 проектов республиканских общественников, которые прошли в полуфинал конкурса. Всего волонтерами республики было подано 200 проектов по направлениям волонтеры, бизнес и НКО. Благотворительный фонд Харысхал занял 2-е место в номинации «Помощь людям». Эрхан, скажи, ты любишь театр? Да, я сам занимаюсь в студии «Маленький принц». А старшие товарищи студии «Маленький принц» инклюзивный театр «Алгыс» этой осенью представили на суд зрителей очередной спектакль. О том, как прошла премьера, смотрим далее. Осенний театральный сезон в инклюзивном театре «Алгыс» открылся большой премьерой. Артисты под руководством художественного руководителя, самобытного театрального режиссера Лены Ивановой-Грим поставили спектакль по роману великого писателя Индии Рабиндраната Тагора «Последняя поэма». Этот спектакль был навеян весной, навеян ребятами, самими ребятами, потому что ребята, они в таком возрасте, когда влюбленные, да? Влюбленные в друг друга, влюбленные в друзей, влюбленные на весь мир и вообще влюбленные. Истинное состояние наше – это любовь. Про это написал Рабиндранат Тагор. Основой для постановки стал даже не сам текст романа, а одно стихотворение, по мотивам которого инклюзивная труппа создала романтический спектакль.
Текст стихотворения известен большинству любителей советского кино. Достаточно вспомнить песню из кинофильма «А вам и не снилось», чтобы понять драматизм и тонкий лиризм нового театрального действа. Сюжет спектакля прост и в то же время трагичен. Парень и девушка так любят друг друга, что не хотят разбить свои чувства о быт. Юноша женится на нелюбимой, а девушка на прощание пишет письмо своему покинутому возлюбленному. Берега давнего прошлого ветер весенний ночной принесет тебе вздох от меня. В спектакле, кроме артистов театра «Алгыс», приняли участие студенты Арктического института культуры и искусств. А музыкальное сопровождение взяли на себя руководители инклюзивной студии «Чимилкей», супруги Баттаховы, постоянные участники спектакля театра «Алгыс». Звучание старинных народных инструментов формирует атмосферу спектакля, делает его живым, проникновенным и, что немаловажно, светлым. Нам понравилась сама идея установки, тема любви, вот эти вечные темы жизни, смерти и жизни после смерти, душа человека и так далее. Вот все это и вправду очень символично. На самом деле сложные понятия можно передавать вот таким вот образом. Лена Иванова-Грим уже более 10 лет посвящает часть своего времени инклюзивным коллективам. 4-летняя работа с театром «Алгыс» вывела коллектив на новый профессиональный уровень и, что особенно важно, помогла каждому артисту в отдельности раскрыть свои способности и почувствовать уверенность в себе. Может быть, это очень так сентиментально прозвучит, да? На самом деле это не сентимент, это просто жизнь, как жизнь сама показывает, да? Мы с ними разговариваем просто, чисто как люди, которые любят друг друга. Вот на этом, если языке разговаривать, как бы даже не язык, а просто быть вместе в состоянии, тогда это очень ничего сложного там нет. И потом, профессиональные вот эти какие-то свои, даже образование такое, да, и это включаешь какие-то моменты. Артистам и режиссеру удалось минимальными средствами создать выразительную картину, настоящий гимн любви, которая преодолевает века и пространство, проявляясь в других мирах новым всплеском прекрасного чувства. Это стало настоящим подарком якутским зрителям, а сразу после премьеры труппа театра отправилась в Хабаровск, чтобы принять участие в 4-м фестивале театральных коллективов Дальнего Востока. Центр «Среда» начал новый сезон. Эрхан, ты о нашем молодежном инклюзивном центре «Среда», который расположен по адресу Богатырева 11/1? Да, осенью там прошел первый веселый субботник. Это интересно? Давайте посмотрим. Инклюзивный молодежный центр «Среда» перед началом нового сезона решил прихорошиться. Для этого ребята собрались на субботник и обновили входную группу, раскрасив пандус яркими красками. Получилось красиво и весело. Сейчас у нас проходит ремонт, и мы сегодня решили с ребятами и волонтерами покрасить пандус. Да-да! Субботника пандус «Среды» заиграл новыми красками, а совсем скоро в центре начнется новый сезон с еженедельными встречами и яркими мероприятиями. Эрхан, скажи, пожалуйста, а как ты относишься к мультикам? Просто обожаю. Тогда, наверное, ты был гостем церемонии закрытия фестиваля «Чудеса кино»? Да, посетил все, посмотрел и узнал, кто стал победителем. Тогда с тебя сюжет. Смотрим. В октябре состоялся долгожданный праздник мультипликации. В Якутске прошел 10-й открытый фестиваль «Чудеса кино». Организаторами выступили фонд Харесхал при поддержке Якутского регионального отделения «Движение первых». Жить и попасть
черную дыру. Спасибо. В этом году на смотр поступила 131 заявка. Участие принимали не только жители Якутии, но и представители других регионов России. Жюри тоже было весьма представительным. Это деятели культуры, телеведущие, известные режиссеры. А вишенкой на торте стало участие представителей компании «Союз мультфильм», которая добавила свою номинацию «Выбор профи» и предоставила призы. Директор старейшей отечественной мульткомпании Борис Машковцев обратился к собравшимся с приветствием. Вы все уже победители, потому что вы сделали свое кино. Организаторы сделали программу торжественного закрытия фестиваля насыщенной и интересной. Гостей встречал приветливый медведь, на фотосушке каждый участник увлеченно отыскивал кадры своего мультфильма, малышей развлекали аниматоры, интеллектуалы заинтересовались книжной выставкой, а еще была фотозона и мастер-классы, среди которых особой популярностью пользовался курс по созданию анимации. В данный момент у нас идет мастер-класс по разработке персонажа. Что такое разработка персонажа, мы все знаем, это основная часть анимации, то, что должен придумать ребенок и анимировать его. У детей у нас разный креативный взгляд на мир, поэтому у некоторых детей получаются очень прикольные такие персонажи, у других какие-то странненькие, своеобразные. И у некоторых, так как они дети, некоторые пока что не умеют рисовать, пока что учатся этому, и тут могут уже научиться тому, что как правильно рисовать персонажа. Пока одни персонажи только обретали свой облик, другие уже вовсю знакомились со зрителем. На площадке проходил просмотр мультфильмов, а затем началась торжественная церемония награждения. Победители определились в каждой из 12 номинаций, а обладателем гран-при стала Данилова Виктория, Сунтарский улус. Студия «Керемец» под руководством Афанасьева Анатолия Александровича. Мультфильм «Вдохновение». Мультик я делала в 13 либо 14 лет. Сейчас я учусь в колледже. Я делала это, рисовала в планшете, да. Еще что-нибудь. Мне помогали, конечно. Делали, фоны делать другие люди, но я только девочку рисовала, а монтаж был у руководителя. Помимо наград и дипломов, каждый участник церемонии получил на память блокнот, значок и бандану. А для взрослых настало время подводить итоги. Наконец-то мы завершили наш 10-й юбилейный фестиваль мультипликации «Чудеса кино». Этот фестиваль у нас получился такой более растянутый по времени, очень насыщенный на самом деле, на разные тематики. Разные ребятишки в нем приняли участие, что для меня очень важно. У нас много абсолютно новых участников, которые ранее, в прошлые годы не принимали участие. И после подведения итогов мне подходили, говорили, что наконец-то мы взяли какое-то место, мы 3-й, 4-й раз принимаем участие, и наконец-то у нас победа. Получается, что есть определенный рост, и студии анимации, педагоги, вот эти люди-энтузиасты, они видят ценность, необходимость принимать участие в нашем фестивале. Это самое важное. Итак, фестиваль подвел свои итоги. Призы и дипломы полетели в разные уголки республики и страны. А это значит, что пора придумывать новых персонажей, рисовать, лепить, оживлять. В общем, готовиться к следующему 11-му фестивалю «Чудеса кино», который состоится в 2024 году. Что ж, время пролетело незаметно, и нам пора прощаться. Но это ненадолго. Совсем скоро в эфире телеканала «Якутия-24» появится новый выпуск программы «Вестник Харысхал». Там будет много интересного. А пока до новых встреч! До новых встреч!